жемчужиной мировой истории и археологии, было бы сущим преступлением, даже на пустой желудок. Ним на самом деле это даже не город, а, как бы сказали в советские времена, старинный центр науки, культуры и творчества. Эдакий грандиозный университет и дворец пионеров в одном флаконе. Расположен он в городе Ландыкок в 40 километрах от моря. По легенде, город основал сын самого Геракла, затем его отвоевали римляне. Короче, экскурсоводам можно верить. По количеству древних памятников с Нимом не сравнится ни один другой французский город. Перечислить их все сложнее, чем местные рестораны. Поэтому, повторяю, Ним – это удовольствие для глаз. Посвятите этому эстетическо-духовному паломничеству полный день. А вот ужинать отправляйтесь уже в другой город, например, Авиньон. Здесь, в местечке слияния рек Роны и Дюранс, можно поужинать с видом на закат, если вы приехали пораньше, или на городские огни. В любом случае, готовят в одном из ведущих религиозных центров Франции отменно. Это как раз тот случай, когда даже если вы едите в небольшом трактире при монастыре, вы все сотни, Бог подаст на стол все, что надо. Большое путешествие на Авторадио. О достопримечательностях Авиньона я уже рассказывал вам как-то, да и эфирное время сейчас уже поджимает. А потому рекомендую на следующее утро выехать в финальную точку нашего маршрута Сен-Реми-де-Прованс. Это, что называется, модный и престижный город в самой живописной части Прованса. Стоит ли уточнять, что именно здесь может состояться кульминация нашего гастрономического путешествия? Главное, и это я почти совершенно серьезно, не переесть, не перепить. Иначе ваше сознание заполнит пророчество Нострадамуса. Именно здесь он родился. В общем, чревоугодничайте осознанно и не давайте себе скучать. Большое путешествие на Авторадио. У меня же на этом все. Это была программа «Большое путешествие».